Здравствуйте еще раз, и мы сегодня начнем небольшой тренинг. Я вам покажу с самого начала, как зайти в ваш бэк-офис, новый бэк-офис. Здравейте! Ние ще покажем тази вечер как ще влезем в новия бек-офис, говори Бела Фридман. Значит, сначала вам, конечно, нужно набрать mylifefarm.com, и потом у вас появится такое слово, на правой стороне называется логин. Логин значит зайти. В началото трябва да наберем lifearm.com. MyLifefarm. Да, mylifefarm.com и след това в дясно на екрана логин. Значит, когда мы нажимаем на логин, у нас появляются два поля, которые нам нужно заполнить. Значит, username. Username это может быть номер, а может быть то, что вы сами придумали, ваше, так сказать, username. Виара даст мне сейчас номер username. Пожалуйста, Виара, дайте мне номер. Когато влезете в логина, ще се отворят два прозореца. Username это ID, да? Да, это может быть номер, может быть просто слово, которое вы придумали. Да, номер 904 57 59 94 57 59. 59. И потом вам нужно занести свой паспорт, или по-русски это называется пароль. Я сейчас занесу его, а Виара переведет вам. И след това следващия прозорец се попълва, паролата и логин. Почему-то не работает. Давайте еще раз попробуем. 94 57 59. 94 50... Нет, одна цифра пропущена. 94. Не 94, а 0, 904. 904, извиняюсь, окей. 904. Сейчас мы занесем пароль еще раз. И нажимаем кнопку логин, то есть зайти. И натискаме, кликваме върху логин или войти. Значит, давайте начнем с того, как подписать новое IBO. Да започнем с подписване на нов човек или с нов номер на дистрибутор. У вас есть три возможности подписать новое IBO или НБК. IBO расшифровывается Independent Business Owner, НБК то же самое, независимый бизнес-консультант. Има три варианта на новия дистрибутор или независим бизнес-консултант. Значит, или IBO. Первое, вы можете зайти в My Business и Enroll New IBO. Първо можем да натиснем, да кликнем върху Моят бизнес и Enroll New IBO. Также вы можете посмотреть на нижнюю строку, вот эта нижняя строка, и на нем расположены такие shortcuts. Самый первый из них – Enroll New IBO. В най-отдолу на жълтата лента може да кликнем върху Enroll New MBO, IBO. Также, если вы продвинетесь немножко вниз, вы увидите Quick Links. Это такие маленькие тоже шорткаты, которые здесь тоже есть вот такая картинка написана Enroll New IBO. Или ако се преместим по-надолу, има такива правоъгълничета, можем да кликнем също върху Enroll New MBO, IBO. Все эти три функции выполняют одно и то же. Ну вот давайте попробуем отсюда зайти с оранжевой строки. Значит, мы нажимаем
на эту картинку, и у нас открывается новое окно. Всичките тези три възможности отварят една и съща функция на новия дистрибутор. После того, как у вас открылось новое окно, вы увидите картинку 10 стран, в которых открыты прямые доставки и бизнес нашей компании. К ним относятся Австралия, Канада, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Америка, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Россия, Украина и Англия. След като се отвори новия прозорец, виждате, че тук са открити 10 държави: Австралия, Канада, Индонезия, Малайзия, Филипини, Съединени щати, Латвия, Литва, Нова Зеландия, Русия, Украина и Обединеното кралство, Великобритания. Значит, если, предположим, у вас ваша страна не указана здесь, конечно, расстраиваться не нужно. У вас есть такой сервис, который называется «Бандеролька», и люди, кто проживает в Болгарии, в основном пользуются этим сервисом, или они пользуются сервисом Ingi BC, и, естественно, мы будем регистрировать этого нового человека под американским флагом. Ако вашето флагче на вашата страна отсъства, не се притеснявайте. Вие ще се запишете, ще бъдете регистриран под флагчето на Съединените щати и съпътстващата бандеролка към нея. Значит, вы нажимаете на американский флаг. Натискате, кликвате върху американския флаг и се отваря. И теперь вам нужно выбрать продукт, который вы хотите купить. Значит, самый дорогой продукт – это карьерный пакет. Его цена без пересылки и без налогов составляет 1399 американских долларов. Тук можете да изберете продукта или пакета, с който се включвате. Сега най-скъпия пакет е 1399 долара, който е без доставката и без данъка. Если вы не хотите никакой абсолютно пакет, а просто хотите стать независимым бизнес-консультантом, у вас тоже есть такая возможность. И за $29.95, опять-таки не включая доставки и налогов, сейчас я вам расскажу, почему эта цена останется такой же, вы можете купить Business Success Starter Kit. Ако не искате, ако не желаете да се включите с пакет, има възможност да се включите като независим бизнес консултант на цена $29.95 долара, също без налог и доставка. Значит, что такое Business Success Starter Kit? За $29.95 вам ничего не будут посылать, потому что вы сможете стать независимым бизнес-консультантом. И у вас появится реплицированный веб-сайт, такой вот бэк-офис, который мы называем бэк-офисом. И вы сможете пользоваться и читать всю информацию, делать заказы, подписывать новых партнеров. Но никакого продукта, ничего вы, так сказать, физически не получите. С включването, плащайки тази цена, вие няма да получите продукт, а ще получите електронен бек-офис, в който можете да прочетете цялата информация за бизнеса, за продукта и така просто се включвате без продукт. В основном... мы этой функцией не пользуемся. Я хочу добавить, Белла, что в нашей организации никто этим пакетом не пользуется. Поэтому не обращайте внимания на этот пакет. Да, Ирина Савчин каза, че нашата организация още никой не се е включвал с такъв пакет. В основном люди, которые хотят попробовать подписаться и попробовать, они в основном начинают заказы с самого маленького пакета, который включает 3 баночки ламинина.
которая стоит $99. Опять это не включено туда ни доставка, ни налоги. Обикновено хората в нашата организация се включват на най-малкия пакет, който се състои от 3 продукта и цената е $99 без доставка и без данък. Значит, Я хочу также добавить, я прошу прощения, это Ирина Савчик, а я хочу добавить, что мы сделали запись, какой пакет выбирать для бизнеса и с какими пакетами работать в бизнесе. Поэтому мы можем эту часть пропустить. Спасибо. Но для того, чтобы нам подписать нового человека, все равно нам нужно что-то выбрать, да? Значит, предположим, мы выбираем какой-то пакет, и потом мы продвигаемся вниз и нажимаем кнопку Next, что означает далее. То есть, Белла, нажимаем Select. И потом внизу или прямо внизу? Да, прямо внизу далее, да. След това отиваме надолу и избираме, кликваме върху копчето. Кое беше? Що е било? Next, далее. Next, да. Next. Натискаме, кликваме Next, бутона Next. А потом появляется у нас новая страница My Information, то есть моя информация. Отваря се нова страница Моя информация. Значит, на этой странице вы можете подписаться и стать IBO или НБК как individual, то есть как сам по себе человек, или как бизнес. У вас есть выбор, individual или бизнес. Вы должны отметить. Ну, в основном все, конечно, делают как individual. Първо трябва да отбележите като физическо лице ли се включвате или като бизнес партньор. Значит, далее мы начинаем заполнять все поля. И вот здесь вот такой небольшой, ну как сказать, рекомендация дана. Значит, все поля, в которых рядом с полем стоит звездочка, обязательно нужно их заполнить. Если, например, звездочки нету, как вот здесь SSN, то есть Social Security номер, это только для тех, кто живет в Америке, вам заполнять не надо. Mobile phone, это мобильный телефон, тоже заполнять не нужно, не обязательно. Но там, где стоит звездочка, нужно обязательно заполнить. След това започвате да попълвате всички прозорци, които са дадени и обязателно попълвате прозорците или отметките, препоръките с звездичка, като фамилия, име и така нататък. Значит, начнем с первого имени, ну, предположим, первое имя Джан. Започваме да попълваме първия прозорец, име Джон. И фамилия пусть будет Грин. И фамилия Грин. Значит, выберем, так сказать, его дату рождения. Предположим, он родился... Первое здесь это месяцы. Предположим, он родился в октябре, и он родился 16 октября. Вот мы выбираем 16, и потом выбираем год, предположим, 61. След това попълваме датата на раждане и избираме числото 10, месеца и годината. После этого вам нужно будет заполнить телефон. Как я уже сказала, Social Security не обязательно, и у вас его нету. Значит, мы заполняем телефон. Особое внимание я хочу обратить на заполнение вот этого поля телефона. И люди спрашивают, почему. Значит, вот такие вот знаки, как кавычки такие, не ставить. Звездочки не ставить. Плюсы не ставить. Минусы не ставить. Никакие особые знаки не ставить. Пожалуйста, не ставьте их. Искам да обърна внимание на този номер, който е даден след това. За другите държави не съществува, само за Съединените щати. Това поле може да не се попълва.
Следва прозореца за телефона. Моля, не попълвайте плюсови скобки, звездички и минуси, защото се получават проблеми в системата. Запълвате само номера, изписвате само телефонния номер. Просто нужно написать цифры. Какие бы там цифры ни существовали, просто нужно записать набор цифр. Все. Само записвате номерата на телефона. Теперь нам нужно заполнить поле email. Email – это электронная почта, и ваша электронная почта должна быть уникальной. Что такое уникальное? Значит, если вы записываете своего партнера, вы не можете дать ему вашу электронную почту, чтобы он пользовался вашей электронной почтой. Это понятно, что, может быть, человек не имеет компьютера и не понимает, как им пользоваться, но нужно для него создать уникальную электронную почту, потому что система проверяет электронную почту на уникальность. След това попълваме прозореца с имейла на клиента и за тези, които нямат имейл, се създава индивидуален имейл. Не може да се попълни имейла на някой дистрибутор, защото системата проверява за уникалност на имейла и не допуска, ако вече е регистриран човек с имейл. Тоест трябва при липса на компютърна нововключения, трябва да му се създаде предварително имейл. Значит, вот мы, предположим, создадим такой имейл John Green. One – это gmail.com. Конечно, такого человека не существует, но мы это делаем все просто для того, чтобы показать, как это делается. Вот видите, сразу у вас появляется слово available. Это означает, что такой имейл в нашей системе не существует. Этот имейл доступен для нашей системы. Бела написва един имейл, който не съществува и системата веднага показва, че такъв имейл не съществува и може да се продължи нататък. Значит, этот имейл нужно повторить, но обычно я его, так сказать, делаю highlight, выделяю, потом делаю copy и потом делаю paste, чтобы не печатать опять. Значит, они должны совпадать, два имейла должны совпадать. След това трябва в следващия прозорец да повторите имейла и да се продължи нататък. Значит, потом вы выбираете язык. Если вы говорите по-английски, вы оставляете English. Если вы знаете испанский, вы можете выбрать Spanish. И еще есть у нас один язык русский. Если вы понимаете по-русски, можете выбрать русский. Потом вам нужно выбрать также, кто вы, мужчина или женщина. Для мужчины это male, для женщины female. В следващия прозорец трябва да изберете езика. Съществуват английски, испански, руски и след това избирате пола, мъж или жена. А потом вы выбираете также, должны поставить маленькую птичку рядом, как вы хотите, чтобы с вами компания, так сказать, переписывалась по электронной почте или отправляла вам текстовые месседжи. Ну, конечно, все хотят, все желают электронную почту. Вы ставите здесь маленькую птичку. След това избирате по какъв начин компанията да се свърже с вас, чрез съобщение или чрез имейл, и поставяте отметка на имейл, ако искате чрез имейла да се кореспондирате с компанията. Дальше у вас появляется место, где вы должны заполнить My Shipping, то есть туда, куда вам будут отправлять посылки, адрес отправки. След това трябва да отбележите къде да ви изпратят продуктите, на какъв адрес, My Shipping. Значит, здесь вы указываете адрес, предположим, адрес Инги у нас такой 2330 Jarvis Valley. И потом, значит, City у нее Сан-Антонио, и штат это Техас. Ну, вы будете это заполнять, конечно, на бандерольку, там отдельный адрес. И
7, ну, предположим, такое. Нет, это не Техас, это что-то другое. Один, вот этот вот, по-моему, техасский, да. Вот, значит, это вы заполнили. Так? Значи след това попълвате адреса на бандировката и Да. всеки ще си знае своята бандировка, какъв адрес има. Адрес, град, щат, телефон и име. Нет, телефона там нету. Нет, Почтовый код. я думаю, що е. След това пощенски код. Okay. Потом нам нужно заполнить My Billing, то есть информацию о ваших расчетах, о кредитной карте, которую вы будете оплачивать. Следва да запишем информацията MyBilling за откъде плащаме, от кредитната или дебитната карта. Здесь вы выбираете карту. Мы принимаем 4 основные карты. Это Discover, MasterCard, Visa и American Express. След това попълвате, избирате самата вида на картата, Discovery, Maestro, Visa и American Express. American Express. Значит, сначала вы должны занести имя на карте. Это может быть ваше имя, может быть имя того, кто будет оплачивать вам. Ну, предположим, этот человек сам оплачивает за себя. Джон Грин. Теперь нужно занести номер карты. След това попълвате името на картата, в следващия прозорец номера на картата. Значит, номер карты сохраняется только последние 4 цифры, а первые 8 цифр сохраняются как звездочки. Когато попълвате няколко пъти, излиза последните 4 цифри на картата, другите номера излизат като звездички. Потом вам нужно занести security код, который составляет 3 или 4 цифры. 3 цифры для Discovery, MasterCard и Visa, 4 цифры для American Express. Обычно security код расположен на оборотной стороне карты, для American Express он находится на лицевой. След това попълвате трицифрения код, който се намира обикновено за Discovery, Maestro и Visa отзад на картата, а American Express отпред на картата. Значит, потом вам нужно поставить, когда истекает срок вашей карточки. Я все это делаю пример. Это не значит, что вы должны записывать те же цифры, те же... Потому что, может быть, это все для примера дается. След това попълвате валидността на картата, до коя дата, месец и година. Потом у вас появляется место, где вы должны заполнить информацию для вашего аккаунта. Первое... Здесь повыше отмечено My Shipping адрес. Это ты отметила или... Если вам... Да, это shipping адрес. Да, вот shipping адрес у нас здесь находится. Вот он. Вот он. Потому что внизу, когда написано, там отмечено My Shipping. Вот отмечено shipping. Вот здесь My Shipping. И внизу тоже есть. Я поэтому спросила, вы нажали туда? Если different, здесь написано My billing address is the same like My shipping address. Значит, если вы проживаете там, куда вам отправляют, вы можете оставить это. Если different, вы можете поставить different, но лучше ничего не ставить, потому что опять система будет очень сконфьюжена и опять даст вам какие-то неправильные эти самые errors. Лучше не трогать это, лучше оставьте как есть. Да, значи нищо не се пипа повече, просто попълвате данните на картата, системата сама си определя какво точно. Значит, в моем аккаунте вы должны выбрать username. В моя аккаунт трябва да попълните username. Username это то же самое, что имя пользователя. Вы должны выбрать какое-то имя, которое будет использовано для того, чтобы вы смогли зайти в бэк-офис.
Да. Юзернейма, това е името, което ще влизате в бек-офиса или името ви в матрицата. Это могут быть цифры, это могут быть слова, это может быть комбинация слов и цифр, то, что вы желаете. Ну, я вот возьму Джан Грин. Значи тук може да попълвате имена, думи, с думи може да попълвате някакви цифри, а могат да бъдат имена и цифри. Также система проверит, есть такое уникальное имя в нашей системе или нету. А вот, например, здесь написано Congratulations, John Green is available. Это означает, что поздравляем, такое имя, его такого имени нет у нас в системе, поэтому вы можете его использовать. След това системата сама проверява дали съществува такова име, т.е. уникалността, и ако не съществува, ви поздравява, че такова име няма и продължавате надолу. После этого вам нужен выбрать пароль или паспорт. Опять-таки, не давайте его всем, кому вы не хотите знать, как зайти в ваш бэк-офис. Запишите его, чтобы вы запомнили, потому что у вас будут проблемы, если вы не будете помнить его и не будете знать, как он вообще, какой у вас пароль, вы не сможете зайти в систему. След това трябва да изберете парола, която попълвате. Също така си я запишете, за да не я забравите, не я давайте на други лица, за да не могат да ви влизат в системата. Значит, вот я выберу сейчас и повторю. Повторить нужно второй раз. И потом Сега избираме паролата, след това трябва да се повтори в следващия прозорец. И потом нужно выбрать какой-то секретный вопрос. Если, предположим, вы забыли свой пароль, вы звоните к нам в компанию, мы можем спросить у вас, какой у вас ваш секретный вопрос, и вы должны дать верный ответ на него. След това трябва да попълните секретен въпрос. Тук има няколко примера. И ако съответно сте забравили паролата, може да звъннете в компанията и те ще ви попитат за секретния въпрос, който сте избрали. Значит, вот 5 вопросов здесь есть, которые вы можете выбрать. Первый, what was your childhood nickname? Это значит, какая была у вас кличка, когда вы были ребенок. Потом, in what city was your first job? В каком городе была ваша первая работа? What is your mother's maiden name? Какая фамилия, девичья фамилия вашей мамы? What is your destination vacation? Куда бы вы хотели поехать в отпуск? И последний, what was your first car? Какая машина, какая у вас была первая машина? Ну вот давайте выберем вот последний. Какая у вас была первая машина? Значи избирате въпросите, какъв ви беше прякора като малък, в кое училище сте учили, в кой град започнахте първо работа, каква е фамилията като момиче на майка ви и каква кола си избрахте. Ну, напишем, что Toyota. Бела избира първия въпрос. Напишем Toyota. Потом, значит, вам нужно ознакомиться с terms and conditions, policies, procedures and compensation plan. И после этого поставить сюда вот такую птичку. След това избирате от тези 3 написани думи и поставяте отметка. Вот в самом низу написано you will be able to review your order before it is submitted. Это означает, что вы сможете рассмотреть ваш ордер до того, как он будет, так сказать, проведен. Значит, у вас будет еще такая возможность дополнить, исправить или отменить его. Значи, преди да завършите цялата операция, може да се прочетете, да се върнете назад и да прочетете вашия ордер и когато се уверите, че всичко е наред, да натиснете следващата Next, следващата страница. Да, потом вы, значит, идете следующее, Next, и вот здесь вы смотрите вашу информацию. Вот здесь ваш billing адрес, и вот здесь ваш shipping адрес, так,
Если вам что-то не нравится, вы можете его edit. Edit это значит исправить. Ну, предположим, нам здесь все нравится. И вот здесь, как вы видите, написано Laminin Activation Pack. И после этого, вот видите, значит, у вас появились налоги 41 цент, и появилась стандартная отправка $4.95. Все вместе этот заказ будет стоить $104.36. На следващата страница избирате това, което имате да плащате и ако нещо не е наред, проверявате, може да се върнете обратно с Edit. Значи тук сме поръчали един пакет за $99, таксата от 0,41 цента и транспорта $4,95, общо $104.36. После этого вы нажимаете кнопку Submit только один раз, потому что если вы будете ее нажимать, система будет чарджить вашу карточку несколько раз. Поэтому нажать нужно всего один раз и потом подождать. Я сейчас это делать не буду, потому что я не знаю, какая-то карточка. Мы все это, как говорится, делаем только для того, чтобы обучить вас. Поэтому нажимать я не буду, ничья карточка не будет, так сказать, чарджиться. Это только для примера мы сделали. Но нажать кнопку это нужно будет один раз. И тогда у вас появится подтверждение, что вы сделали этот заказ. Если все цифры, все заполнено правильно, никаких проблем не будет. Если что-то вы заполнили неправильно, то у вас появятся error message. След това натискате бутона Submit само веднъж, защото ако го натиснете няколко пъти, от картата ще ви бъдат изтегляни парички за няколко пакета. Затова само веднъж натискате това копче. Ако сте съгласни, операцията протича нататък. Ако нещо не е попълнено както трябва, что будет написано, если не будет все правильно? То появится ошибка. Ошибка в системе появится. Такие ошибки бывают, как 200, или ошибка 500, или ошибка 503. 200 означает, что карточка заблокирована. 500 означает, что какая-то ошибка в заполнении. 503 означает, что какая-то ошибка при заполнении кредитной карточки, номера кредитной карточки. Ако се появи грешка в изписването номера на картата или в името на картата, или ако картата е блокирана, ще се покажат 200-500 такива номера. Вот так вы сможете зарегистрировать нового партнера. Теперь я могу показать вам, как нужно сделать для того, чтобы сделать ваш первый заказ. Или какой заказ? Заказ. Така вече новия партньор е регистриран. Сега Бела ще покаже какво ще си поръча. Какво ще си поръчаме? Значит, так, мы можем выйти отсюда и зайти снова. Мы зайдем, вот предположим... Можем да излезем и да влезем наново в системата, като напишем... Да, значит, опять таким же образом, как мы регистрировали нового партнера, у вас есть 3 варианта, 3 возможности сделать заказ. Один находится здесь, называется Place Order, My Business, потом Place Order. Потом второй Place Order вот здесь вот на оранжевой строке, которая находится внизу. И также в самом почти что низу, вот на этих вот маленьких шорткатах, которые называются Place and Order. По същия начин, както регистрацията, може да влезете по 3 начина. Един е като отгоре, като избирате менюто Моят бизнес и слизате надолу, кликвате върху Place Order. Втория начин, най-отдолу, слизате на жълтата лента, има Place Order, избирате този бутон и също така, както посочихме в началото, малки правоъгълнчета, където избирате Place in Order.
Значит, предположим, мы идем сюда, и вот мы нажимаем Place an Order, и тогда у нас открывается целый список продуктов, которые наша компания предлагает вам. Как вы знаете, это не только просто одна баночка ламинина, это могут быть различные пакеты, которые включают в себя очень много продуктов. Вот сейчас у нас недавно появился новый пакет, называется Edge Pro. Он находится вот здесь. Это комбинированный пакет, в который включается 18 баночек ламинина, 3 блистера омеги, которые равны одной баночке омеги, 3 блистера Digestive, 3 блистера Immune, и вот стоит он $599. Это новый пакет, который у нас появился. Предположим, мы решили выбрать его. Вот мы, Секундочка, перевести. Окей. Влизаме чрез менюто My Business, кликваме върху Place Order и се показват различните възможности, какъв пакет се избираме или банка ламинин. Една банка ламинин. Примерно избираме новия пакет DH Pro, който включва 18 бланки ламинин, плюс 3 блистера омега, 3 блистера Digestive и 3 блистера Immune. Струва $599. Значит, здесь у вас дается название продукта, DH Pro. Здесь у вас дается цена без доставки, без налогов. Также вы можете увидеть, сколько вы получите CV, то есть commissionable value. И здесь вы можете прочитать больше информации, если нажмете сюда. А здесь вам нужно в этом окошечке выбрать, сколько пакетов вы хотите. Ну вот мы выбираем один, и потом нужно нажать кнопку Add to Cart, то есть добавить в корзину. Избирайки пакет DH Pro, тук ви се показва цената $599, 200 точки или CV, а в More Info може да получите повече информация. Съответно, в долния прозорец избирате колко пакета, 1, 2, 3 и така нататък. Обикновено един пакет се избира и се натиска в прозореца Add to Cart. После того, что вы выбрали этот пакет, вы опять-таки видите вот в этом маленьком таком окошечке написано, сколько пакетов вы заказали, сколько у вас CV, сколько он стоит без доставки. И потом вам нужно нажать Check Out Now, это значит оплатить. Избирайки си пакета, вдясно виждате едно малко прозорче с кошче. Там се вижда ордера, който сте попълнили или избрали. Един пакет с 200 точки и колко струва общо $599 без доставката. И кликвате върху долния прозорец Check Out Now, за да се плати. Значит, мы нажимаем на эту кнопку, и вы видите, что вот сегодня вы заказываете такой пакет Edge Pro. Так? Значит, у вас есть 3 кнопки внизу. Update. Что такое update? Это значит, вам вдруг захотелось не один пакет, а 2. Вы можете здесь исправить на 2. И потом вы нажимаете кнопку Update, тогда у вас, естественно, цена увеличится в 2 раза, и ваша CV, то есть volume, тоже увеличится в 2 раза. Значи, отваря се следващия прозорец, където ви се описва ордера. Един пакет избирате за $599 сте избрали и цената 200 CV. Ако искате да промените нещо, слизате най-отдолу. Първото прозорче, Update, може да промените броя на пакетите. Примерно избирате 2 и веднага се променят цифрите в ордера. 2 пакета, $599, които стават по 2, $1198 и 400 CV. Ако сте съгласни, остава така. Ако не сте съгласни, се променя. Если вы, например, вспомнили, что, ой, а я забыла, например, что-то еще там добавить, например, я хочу больше ламинина, вы можете нажать кнопку Continue
shopping, это значит продолжить, и вы хотите еще добавить 2 баночки ламинина, предположим. Вы можете добавить 2 и тоже эту карту, тогда у вас оно добавится, и вы увидите, что у вас теперь уже не только H-Pro, а у вас уже есть 2 ламинина. Значи, ако се сетите, че нещо още може да поръчате, натискате следващото прозорче Continue Shopping и се избирате, отваря ви се прозорец, където да се изберете 2 ламинина, натискате Add to Cart и ви се оформя плюс 2 ламинина по $33 в ордера. Если вы довольны своим, так сказать, заказом, вы можете нажать кнопку Proceed. А если вы, предположим, недовольны, вы решили, поменяли, так сказать, свое мнение, и вы решили вместо 2 H-Pro сделать 1, вы можете снова здесь поставить 1 и нажать Update. Тогда у вас цена, естественно, поменяется. Ако сте съгласни с това, което сте избрали, можете да продължите. Ако не сте съгласни, променяте с прозореца Update и съответно ви се променя бройката и цената. Потом, после того, что все нормально, все выглядит хорошо, вы нажимаете кнопку Proceed или Продолжить. След това, ако всичко ви харесва, натискате третия прозорец SOP. Как было? Продолжить. Да продължим, да. Proceed. Proceed. Прозореца, да продължим. После этого, естественно, у вас появляется информация о вашем платеже. Значит, здесь вы можете выбрать кредитную карту, а можете, если, предположим, выбрать деньги, которые у вас находятся в вашем электронном кошельке. Значит, для того, чтобы выбрать кредитную карту, это то же самое, как мы делали при подписке нового партнера. Вам нужно выбрать тип карты, Visa, MasterCard или American Express. След това си избирате начина на плащане. Може чрез дебетните карти или кредитните карти да попълвате информацията, както попълвахме при регистрация, номерата на картите, името на картата и така нататък, а може чрез паричките в бек-офиса да се платите от вашите парички в бек-офиса e-Wallet PONS. Избирате вот, се такова. предположим, у вас достаточно денег в вашем электронном кошельке и волете, и вы выбираете это. Тогда, естественно, единственное, что вам осталось заполнить, так как все деньги выйдут оттуда, вам нужно заполнить левую сторону, где вот эти поля, чтобы они соответствовали shipping и billing адрес. Давайте вот нажмем сюда, и что получится? Ничего не получилось. Окей. Избирайки плащането чрез електронното портмоне, ви трябва да ви съвпаднат данните от вашите данни с билинг адреса. Значит, все поля нужно заполнить, такие же, как и такие точно, как на левой и на правой стороне, они должны совпадать. Если у вас адрес такой же биллинг, как и шиппинг. Всичките полета в дясно и ляво трябва да ги попълните и да съвпадат. И потом, после этого, значит, все должно быть в точности соблюдено здесь. И потом, значит, мы опять нажимаем на кнопку Proceed, что значит продолжить. Написвайки всичко точно, в дясната страна най-отдолу натискаме бутона Proceed, продължавам и се отваря нова страница. Значит, теперь внимание. Самое-самое основное, на что бы я хотела обратить ваше внимание.
Вот здесь, где написано shipping options, и вот здесь написано shipping method, это значит метод отправки. У вас есть такое маленькое поле, где написано select. Когда вы нажимаете на эту самую кнопку, у вас появляются две возможности, только два выбора. Standard shipping and handling, это значит стандартная... Что-то опять начало шуметь. Стандартная отправка. След това много голямо внимание обърнете на това, което ще се попълва. Shipping options и shipping method. Това е отправката. Попълвате. Стандартная отправка, а следующее will call. Пожалуйста, никогда не выбирайте will call. Я сейчас объясню, что это означает. Если вы живете в Калифорнии, где-то рядом с нашим офисом, это означает, что вы сможете сюда прийти и забрать вашу посылку прямо из нашего офиса. Но так как вы живете в Болгарии, вам придется очень-очень долго идти сюда. Никогда не выбирайте will call. Выбирайте только стандарт shipping and handling. След това избирате стандарт shipping handling, защото живеете в България. Никога не избирайте опцията will call, защото това означава, ако живеете в Калифорния, да се обадите, къде да получите поръчката. Значит, мы выбираем стандартную shipping and handling. Избираме стандарт shipping and handling. И, естественно, у вас появляется шиппинг цена $29.95 за вот то, что мы выбрали. И се появява и цената $29.95 за това, което избрахме. Это шипинг $29.95, что входит здесь? Входит Edge Pro, то, что мы выбрали вот это, и 2 баночки ламинина. Вот за этот заказ это будет стоить $29.95 за отправку. Да. За отправянето се доплаща допълнително и общата цена е $694.95. И после этого мы нажимаем кнопку «Просить», то есть продолжить, но я этого делать не буду, так как вы видите, что payment information, что у этого человека на кошельке совершенно нет денег, 0. Так? Видите, да? Вот да, я показываю здесь, вот здесь. Поэтому, естественно, мы не будем делать, потому что после того, как мы нажмем «Просить», продолжить, нам система выдаст опять ошибку, что денег там на кошельке нету. Поэтому я этого не делаю, но вы когда сделаете, я надеюсь, у вас будут или в кошельке, или на карте деньги для того, чтобы сделать заказы. Следващото, което трябва да направите е да натиснете долу най-десния бутон «Просить» или «Продължете», но тъй като горе в дясно се появява, че в електронното портмоне няма парички, затова ако се натисне, ще се получи грешка. Затова Бела не го натиска. Вот и все. Все вот эти две основные функции, как подписать нового партнера и как сделать заказ. Если у вас есть, Вера, какие-то вопросы, пожалуйста, задайте мне, и я с удовольствием на них отвечу. Това са двете основни функции, които Бела ни представи. Регистрация на нов човек, на нов дистрибутор и поръчка, обикновена поръчка в компанията. Если кто-то говорит по-русски или по-английски из людей, которые живут в Болгарии, Вера вам может дать мой скайп, и вы можете подсоединиться ко мне, и какие проблемы, какие вопросы, кому нужно помочь. Если у меня есть какие-то несколько минут, я, пожалуйста, всегда смогу вам помочь. Да. Бела любезно се предоставя своя скайп и казва, че тези, които говорят на английски или на руски,
могат да се зададат въпроса по скайпа и тя с удоволствие ще им отговори. Вера, Ами если у вас, Бела, да, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте мне сейчас, и я вам отвечу на них. По поводу... я хочу сказать, что некоторые партнеры не могут зайти в бэк-офис. Значит так, некоторые партнеры не могут зайти в офис. В основном проблема заключается в следующем. Если ваш пароль или паспорт начинается с нуля, 0 вам нужно убрать. Например, есть люди, которые создали пароли, базируясь на их день рождения. Предположим, 05-20-1964. Первый 0 уберите и оставьте все остальное. Первый 0 уберите, и тогда у вас все получится. Если все равно эта проблема не исчезает, пожалуйста, обратитесь ко мне через Skype или через email, и я вам помогу решить эту проблему. За хората, които са ново регистрирани и имат парола, започваща с 0, могат да отделят първата 0, т.е. да я премахнат и да запишат примерно ден на раждане 5.06.1960 година. Ако бек-офиса не се отвори, тогава можете да се обадите на Бела да помогне. Белла, у Владимира Логузинского есть вопрос. Я открою микрофон. Пожалуйста. Пожалуйста, Владимир, у вас открыт микрофон. Да, добрый день. У меня такой вопрос. При активности, при третьем шаге, как в шиппинг-адресе изменить фамилию и адрес, который будет отличаться от расчетного адреса? Потому что часто мы высылаем на бандерольку одного человека, а заказы делают разные люди. Значит, чтобы смотрите, когда вы я могу показать это вот отсюда. Значит, когда вы заходите, у вас есть shipping адрес, да? Billing адрес, shipping адрес. Значит, здесь у вас существует 3 поля, где написано адрес 1, адрес 2, адрес 3. Пожалуйста, не используйте адрес 3. Вот это поле не используйте, оно работать не будет. Вы можете использовать 2 вот этих поля. Вы можете оставить Мария Атанасова. Можете написать Мария Атанасова. Мария. Здесь можете написать Атанасова. Здесь можете написать, предположим, вы отправляете Инге. Инга или кто? Владимир Лагузинский. Давайте. Владимир Лагузинский. Если я неправильно проспела ваше имя, я извиняюсь. Тогда, если мы нажмем «Просить», давайте посмотрим, получилось у нас это или нет. Давайте посмотрим. Вот, видите, смотрите, тогда у вас меняется Мария Атанасова, Владимир Лагузинский. Видите это? Да. Вот и все. Спасибо. Пожалуйста. Еще какие-то вопросы? Примерно в шипинг адреса е Мария Атанасова, но бандеролката, примерно адреса е на Владимир Лагузински. В първото поле в дясно пишете Мария Атанасова в първия прозорец, а във втория прозорец изписвате адреса на бандеролката Владимир Лагузински и в шипинг адреса ви се появява 2 имена Мария Атанасова и Владимир Лагузински. По този начин трябва да се попълват при автопоръчката адресите. Еще какие-то вопросы у кого-то? Я думаю, что нет больше. Больше нету? Окей. Благодаря много. Спасибо большое. Пожалуйста, всегда, пожалуйста, если опять-таки возникают какие-то вопросы по бэк-офису, по доставкам, к сожалению, пока не все гладко, но мы надеемся, что скоро все это, так сказать, починится, будет все работать хорошо, и у вас не будет никаких проблем. Я надеюсь, что это произойдет очень скоро.
Да, Бела казва, че в момента има малки изглаждания на системата, но в най-скоро време те ще се оправят и ако имате някакви въпроси, винаги може да се обръщате към нея. Еще раз спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста.